Первая национальная умеет удивлять. Более сотни оригинальных проектов на остинском языке и не меньше на русском. За 5 лет каждый из них завоевал своего зрителя. Это образовательные, просветительские, медицинские, развлекательные. Не остались без внимания, конечно же, и наши маленькие зрители. У нас программы для всех и каждого. Вам остается только выбрать. За креатив в нашем эфире отвечает отдел тематического вещания. Эти ребята не устают придумывать новые и интересные проекты. А подробнее обо всем расскажет наша коллега Алана Газацева. Жизнь – театр, говорил Шекспир, а мы скажем, телевидение – одна большая головоломка. Авторы, продюсеры, операторы, инженеры – все по крупицам собирают этот пазл. Головоломка под названием «Иристон ТВ» вот уже 5 лет обрастает все новыми и новыми деталями. И значительная часть этого пазла выпадает на долю службы тематического вещания. Развлекать, просвещать, обучать, образовывать, анализировать. Дело не в проворот у службы тематического вещания «Иристон ТВ». Тематика, так ее зовут в коллективе, самый крупный отдел телеканала. Это 50 авторов, продюсеров, редакторов. Они придумывают, пишут, снимают, режиссируют. И все это с одной целью – дать зрителю качественный контент. Это очень круто. Но на камеру это никак не передастся. Это надо только своими глазами приехать и посмотреть. Открыть родную республику заново – девиз программы «Хочу в Аланию». Это уникальный тревел-проект, не имеющий аналогов в масштабах страны. Из далеких городов и стран в Осетию приглашают гостя и показывают ему наш родной край, его красоты, достопримечательности, культуры и традиции. Мы живем в Осетии, и нам кажется, что наверняка мы все знаем про свою республику. Но нет, мы ничего не знаем о нашей республике, потому что когда мы привозим человека из Минска, из Ижевска, из Москвы, мы смотрим на его реакцию и его глазами видим себя же. Ровесник телеканала – проект «Вокзал для двоих». Телепутешествие с элементами юмора, и его бессменные ведущие Алина Басиева и Руслан Кабалоти буквально влюбили в себя аудиторию. Скажут с улыбкой храбрый шут. Каждую пятницу в студии телеканала настоящая вечеринка. Талантливые молодые артисты, интересные гости, уютная атмосфера и общение за чашечкой кофе. Это шоу «Рафинад». Хорошая идея, этим мы сейчас и займемся. Ну а нашим зрителям скажем, что мы начинаем. Начинаем! Его ведущие Камила Браева, Мадина Русланова, Артем Балатаев и Альберт Бекоев развлекают гостей и зрителей юмором, светскими беседами и содержательными сюжетами. Но за видимой легкостью стоит большая подготовительная работа. Прямой эфир – это очень непредсказуемый процесс, и может все пойти не по плану. Рождаются по ходу бесед какие-то разговоры, поэтому очень было поначалу… Потихоньку мы друг к другу притирались, потихоньку мы старались друг друга понять, прочувствовать, но я хочу сказать, что мне невероятно сильно повезло с командой. И мне работать легко, потому что я знаю, что если что-то пойдет не так, Камила меня подхватит, так же, как и я ее. У нас есть Альберт, Артем, ребята, которые могут своим юмором, своими шутками разбавить какую-то напряженную ситуацию и немножко ее сделать более лайтовой, чтобы мы не почувствовали, чтобы гости и зрители не почувствовали, что что-то идет не так. Если хочешь быть здоров, смотри программу «Медикум». Этого хочет для своего зрителя творческая группа проекта. Консультации врачей, полезные советы, самые наболевшие вопросы и ответы на них. И болезни не пройдут. Ну, наверное, это информирование. И, наверное, это образовательная какая-то функция, потому что, как и в юриспруденции, так и в медицине мы все профаны, ну, большинство из нас. И хочется это как-то исправить. Ну, и образовательная функция, она и на меня распространяется. То есть я, если чего-то не знаю, не ведаю, я стараюсь в своих эфирах это для себя открыть, усвоить материал. И вот в медицине, несмотря на то, что родители у меня врачи, я, ну, наверное, троечник уже. И то благодаря, наверное, эфирам «Медикума». Если течет крыша, в подвале потоп, пришли некорректные счета за услуги или скопился мусор у подъезда, на помощь спешит Элла Бибилова с программой «Коммуналка». Вот эта труба, она должна быть. Сразу. Ой, господи, Да ладно. Ой, да. господи. А у нас все время так.
А у нас все время так. Цель – коммунальный рай без хлопот и забот. Для съемочной группы нет закрытых дверей и нерешаемых проблем. Найдут, спросят, призовут к ответственности все коммунальные службы. Лютые съемки. Я помню, как мы приехали тоже в одно бывшее общежитие. В центре города находится очень плохое состояние. То есть там буквально вот и подвал в плохом состоянии, и потолок, крыша, все. Вот просто вот дом, считайте, что целиком в сырости. Из-за этого состояния оно просто ужасное. И когда ты видишь такое, ты просто не можешь не сопереживать людям, потому что им приходится жить в этих условиях каждый день, им некуда деваться. И когда видишь такое, это как вот определенный стимул стараться еще больше и постараться осветить максимально глубоко состояние жильцов. Эфирное время – деньги. Проект «Бизнес-сфера» с Дианой Лалиевой помогает предпринимателям успешно развивать свое дело. Господдержка, актуальные тренды, истории успеха, а иногда и провала – все с одной целью – помочь найти правильный курс и обойти острые пороги кораблю молодого бизнеса. В рамках программы «Бизнес-сфера» мы действительно обсуждаем такие моменты, которые были бы полезны для предпринимателей. Это какие-то подводные камни, это сложности, преимущества. Часто мы обсуждаем меры господдержки, насколько они эффективны на самом деле, на практике. Об этом рассказывают предприниматели, представители власти. И я считаю, что «Бизнес-сфера» действительно полезная передача. Книжки «Добрые любить» и «Воспитанными быть» учат не только в школе, но и в телепроекте «Классный час». Юные ведущие Дана Ревазова и Хетак Хинчагов и их наставник Тамара Безуглова находят самые интересные темы, которые увлекают и взрослых, и детей. Но главная задача проекта «Классный час» – это объединить ярких и талантливых детей. Также, как вторичная такая у нас задача – это общение с мамой. То есть мы общаемся не только с детьми, но и с родителями, объединяем всех интересных, ярких детей и даем экспертные советы мамам, папам. Телеканал с начала своей работы сделал ставку на молодых специалистов. Он стал площадкой для творческого роста и развития начинающих журналистов, операторов, режиссеров, продюсеров. Канал становился на ноги и развивался вместе со своими сотрудниками. Коллектив здесь очень хороший, все меня всегда поддерживали, операторы, водители, продюсеры, все всегда подсказывали. Конечно, когда я ехала на первую съемку, было очень страшно, потому что я даже не знала, что мне делать нужно, как делать, но такой дружный коллектив помог освоиться. На счету тематики масштабные культурные проекты, такие как конкурс гармонистов Фандерма, конкурс молодых исполнителей Ажарма. Это знаковые события в культуре республики, которые открыли миру новые таланты. Помимо цикловых программ, на плечи тематики ложатся и ответственные трансляции важнейших республиканских событий. Празднование 1100-летия крещения Алании, юбилей Коста Хитагурова, телемосты, фестивали, прямая линия с главой республики и многое-многое другое. Телеканал не просто показывает, он живет жизнью республики. Северный Кавказ, связи, передачи, истории из жизни, канарейки, АК-экспресс, дело мастера. Перечислить все проекты, созданные за 5 лет на телеканале «Осетия и Рыштон», невозможно. Их число перевалило за 150. Это тысячи часов эфирного времени, миллионы исписанных листов бумаги и неизмеримый объем труда, креатива и творческого полета. Полета ласточки.